Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто что о вас думает, кто что о вас говорит. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы интересный человек, очень интересный, многогранный, я бы даже сказала. Так, есть и хорошее, есть и не очень. Но давайте пойдем по порядку. Вот прям показали тех, кто рядом живет. Рядом. Это не семья, это, скорее всего, как соседи ваши, да, соседи. Вот кто вас знает, кто рядом с вами проживает. Эти люди очень хорошего мнения о вас. Вот, знаете, ценят вас за вашу вдумчивость, за ваше спокойствие, за вашу воспитанность, за то, что вы уважаете тех, кто рядом с вами. Прям люди восхищаются ваши соседи. Даже если вы не общаетесь, даже если вы там особо и не знаете, кто ваши соседи, поверьте, о вас ходит хорошая слава. Вот прям как добропорядочный сосед либо соседка. Вот так к вам и относятся. Поверьте, люди вам очень рады. И если вдруг вам понадобится чья-то помощь, поверьте, ваши соседи всегда придут вам на помощь. Любят, ценят, уважают. Вот такой вы замечательный человек. Кстати, здесь вот женщина либо мужчина 50+. У вас очень, кстати, активная жизненная позиция. Вы всегда вот прям за чистоту, за то, чтобы там как территория, да, рядом с домом, в доме, да, чтобы все было чистенько, аккуратно. Знаете, вот прям кто-то из ваших соседей чуть ли не мечтает, да, чтобы вы как старший по дому стали, либо взяли на себя ответственность за, не знаю, там, за чистотой, за порядком, за тем, чтобы заниматься вопросами всего вашего дома, либо там участка вокруг вашего дома. Люди вас любят и очень-очень ценят. Даже те, с кем вы там, например, там спорили, ругались. Ну, понятно, что это жизнь, всякое в жизни бывает. Вот прям оценили вас как человека очень справедливого, человека, который лишнее, скажем так, не требует, не просит, как человека, который соблюдает закон, соблюдает правила, хорошо воспитан. Как говорится, лишнего не спросит, но за плохие дела поругает. Даже если там кто-то и огрызался, все равно эти люди вас уважают и пожалели о своем каком-то нехорошем поведении в отношении вас. Так, следующий момент. Семья. Ну вот в семье вот мне не очень нравится, честно, не очень нравится. Да, вас в семье любят, ценят. Вот ваши родственники, ваши близкие, даже вот принятые родственники, то есть родственники со стороны вашего, например, мужа, либо со стороны зятя, невестки, высокого мнения о вас. Но вот есть пару личностей, которые в глаза улыбаются, приветливые такие, знаете, прям аж хвостиками виляют. А как только вы там отвернулись, либо за вами дверь закрылась, начинают вас обсуждать. Вот что она о себе думает, да кто она такая, вот что она прям самая умная, знаете, и понеслось. Возможно, вы понимаете, о ком я говорю. Возможно, вы что-то слышали, да, о чем-то догадываетесь сами. Есть, такое есть. Вы знаете, так делают люди ограниченные, понимаете, ограниченные. Нет бы вот посмотреть на вас и пример брать, как другие. Нет, они начинают вот прям гадить, да, вот хорошая святая женщина. Ну как же так? Нет, надо ее обгадить.
ну я же лучше, да, я же лучше. На мне там клейма негде ставить, но я же лучше. Вот такое есть. Ну, тут ничего не поделаешь. Это такие люди, ну, такими ограниченными они родились, да, такими они живут и такими, скорее всего, и помрут. То есть ничего не поделаешь. Я вижу, что вы всех своих родственников любите, цените, вы ко всем стараетесь относиться одинаково, по справедливости. Да, вы можете и поругать, но также вы можете похвалить. Вы очень порядочный человек. Вот, и со своими, и с чужими. Тут просто слов нет, вам памятник надо при жизни ставить. Редко, когда таких людей встретишь. А вы именно из такой серии людей. Вот. Ну, есть в семье, как говорится, не без урода. К сожалению, в вашей семье 2 таких урода я вижу. Это не смертельно, конечно, неприятно, но ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Кровь есть кровь. Да. У кого-то, кстати, это может быть и некровные родственники. Но самое главное, что в лицо всегда улыбаются. Вот улыбаются всегда: ой, привет, как дела? Там люблю, целую, ценю. А на самом деле все-таки про вас негативчик тут не говорят. Кстати, у кого-то отыграется, что очень завидуют. Завидуют тому, как вы живете, как вы со своими проблемами справляетесь, там, семье вашей завидуют, дому вашему завидуют. Знаете, люди, вот особенно противно, да, вот люди знают о вас, знают, как тяжело вам в жизни все дается, с каким большим трудом вы всего добиваетесь, а все равно завидуют. Да? Ну, такая натура человека, да, таким вот оно родилось. Ну, ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Вот. Вижу, что будете общаться, вижу, что все равно ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Перевоспитать? Нет, это невозможно. Призвать к порядку? Да не поймут. Вы хоть какое добро им не делаете, все равно ничего не дойдет. Вот такой человек, вот такой сорт людей. Да, вы, он высший сорт, да, а они, он там 3-й, 4-й, я как не очень разбираюсь, ну прям туда куда-то, вниз. Так, дальше идем. Друзья, подруги, близкие, вот прям с кем вы общаетесь, с кем вы дружите. Там в жизни дружите, по работе дружите. Ну, тут любовь, тут вас любят, тут вас очень любят и очень ценят. Вы знаете, прям счастье. Вот я прям вижу, какая-то женщина говорит: ой, какая я счастливая, что у меня есть такая подруга. Вот очень счастливая. Действительно, вот если она вам это в лицо говорит, она вам правду говорит. Действительно, правду. Тут не грех и позавидовать, да, что вы дружите, что вы такая хорошая подруга. На вас ведь можно всегда в любую минуту положиться. Что бы там с вами ни происходило, вы же для своих друзей в огонь и воду. Такой вот человечек, необычный человечек. Вот вижу, кого-то сестрой называют. Да, прям не подругой, а сестрой называют. Ну, так это искренне по-настоящему. Если вы мужчина меня смотрите, у вас немножко по-другому отыграется. Вы человек такой немногословный, и вы не привыкли свои эмоции показывать. А вот друг ваш, наоборот, болтает без умолку, болтает. Вы знаете, он вами пользуется. Очень пользуется, знает, что пользуется. Ему иногда стыдно бывает за это. Ну, тоже такой человек, да, так иногда бывает. Обычно же как сильный слабого притягивает. Тут и у вас такая вот дружеская пара, когда вы сильный человек, а друг у вас он шалтай-болтай. И еще и прилипало. Ну, ничего не поделаешь, вам это обязательно зачтется. Кстати, вот хочу женщину предупредить. Женщину, у кого подружка блондинка. Блондинка крашеная. И такая вот, знаете, любит, не знаю, то ли яркую помаду она любит, то ли какие-то вот аксессуары вот она любит, да, либо какие-то вот у нее прям яркие пятна идут. Вот она любит что-то такое одеть, как говорится, ни уму, ни сердцу. Вы так посмеиваетесь про себя, но вы очень культурный человек, вы не станете прям открыто критиковать. Ну, пару раз намекали, она не поняла. Вот. Женщина неустроенная, у нее личная жизнь неустроенная. Она вот все в поисках там мужей, женихов, как говорится, острых ощущений. Вы будьте с ней поаккуратнее. Смотрите, вы женщина порядочная, очень порядочная, вы там не искательница приключений на 5-ю точку, для вас это ну дико, просто дико. Вы очень спокойный человек и блюдете свою честь. Да.
Вот, а она нет, она нет, она не такая, и у нее прям, знаете, чертята есть. Вот ее может понести, знаете, выпей чуть-чуть, да, и все уже, держите меня 7. Либо, в принципе, такая, знаете, охотница к приключениям. Вы поменьше с ней там ходите по всяким местам, особенно если она там приглашает, говорит, а пойдем, там мои друзья, там родственники мои, может обмануть и завести вас в какую-то не очень хорошую компанию. Вот, от греха подальше, чтобы, скажем так, проблем было поменьше, вы поменьше с ней ходите. Плюс еще момент. Она не постоянная и немножко ветреная. Она может, знаете, как разнервничаться, да, либо как психануть. И вот как в отместку что-то сделать. Там вы ей что-то отказали, либо что-то там не дали, что-то ей там показалось, привиделось, приснилось. И она может в отместку даже какие-то гадостные поступки делать. Знаете, как шкодить может. Будьте поаккуратнее. В целом у вас подруги неплохие. А вот эта женщина мне очень не понравилась. Вот энергетика у нее все-таки нехорошая. И подвести может, и специально какую-то гадость может сделать. Такой человек. Вы ее любите, конечно, вы к ней очень хорошо относитесь. Но я не призываю вас рвать эти связи, я просто призываю вас быть поаккуратней. Да? Поаккуратней. Доверяй, но проверяй. Вот, запомните. Это очень хорошая пословица, не зря ее люди придумали. Так, теперь поговорим про личное. Личная жизнь. Ну, кто у меня в паре, в браке? Здесь мужчина, он вам проблемы создает по одной простой причине. Ваш мужчина, он, конечно же, вас любит, он, конечно же, вас ценит. Но он вам простить не может, что вы такая вот умная, что вы все наперед знаете, что у вас интуиция сильная, что вы никогда не ошибаетесь. Понимаете, девочки? Вот он никак для себя понять не может. Вот как у нее все это получается, как она предсказывает, как она вот людей насквозь видит. Он этого не понимает. У одних, значит, отыграется, что он считает, что вы там подколдовываете, подшаманиваете, а у других отыграется, что мужчина, ну вот на вашем фоне ощущает свою, скажем так, недоразвитость, да? И он специально создает такие условия, либо спорит с вами там до посинения, до последнего спорит, да, чтобы вот прям, пусть не правдой, но криком, какими-то своими там высказываниями хоть чуть-чуть быть правым, да, либо чтобы хоть чуть-чуть к нему прислушались. Ну, как, знаете, мстить немножко вам, да. Вот. Слушал бы он вас, да, у вас бы семья была бы идеальная и счастливая, и богатая, и все бы было замечательно. Но он же не такой, он не из такого теста. Он же пока лоб себе в кровь не разобьет, он же ничего не поймет. Ну, такой вот он у вас мужчина. Вот. Хотя очень боится вас потерять, и если вдруг у вас такое в жизни было, что вы там сходились, расходились, поверьте, он такого стресса пережил. Не, он больше никогда от вас не откажется. Нет, не откажется. Вы бы его, знаете, что к психологу сходили, либо в храм бы отвели. Он, в принципе, может поменяться, но тут работать надо. Работать, не покладая рук, вот, воспитывать, как, знаете, с маленьким ребенком. Я вижу, что у вас времени на это не хватает, времени и сил. Ну, понятно, работа, заботы, дети. Тут еще один ребенок, который нервы тратит. Девочки в целом любят. Да, противный, да, иногда себя ведет не очень прилично, но очень любит, ценит и боится потерять. Так, у кого-то здесь вот прям бывшего вижу. Бывшего вот такого прям надменного, такого прям горделивого. До сих пор жалеет, слезы льет. Прям, знаете, вы ему снитесь. Не часто, но снитесь. И он прям аж его пот прошибает в эти моменты. Думает, дурак я, дурак. Вот как так, да? Такую женщину упустил. Ну, что тут скажешь, да? Сделанное уже назад не отмотаешь. Вот, может, попытки делал, девочки, может, еще будет делать попытки, да? Ну, думает. Вы ему покоя не даете, вы прочно сидите у него в сердце. Это, знаете, как в английском говорят, one love, да? Одна любовь. Вот, в свое время не понял,
а теперь сидит и мучается. Даже если другой живет, девчонки, он же постоянно сравнивает ту другую с вами. И каждый раз в этих батлах, в этих сравнениях та другая проигрывает, причем с крахом проигрывает. Вот так вот. Думает, вспоминает, жалеет. Девочки, жалеет, очень жалеет. Так, еще здесь у меня один человечек вышел. Но это такой, знаете, как тайный поклонник, да, скрытый поклонник. Еще он себя не обнаружил. Вот, так как присматривается, наблюдает, но у кого-то отыграется, что человек в принципе не имеет права к вам подходить. Может быть, вы не свободны, да, либо он не свободен. Вот, как между вами стена сейчас стоит. Стена, причем стена ледяная. Он так за эту стену заглядывает периодически, посматривает, где вы, что вы, так любуется вами, так вдумчиво смотрит на вас, как, знаете, старается запечатлеть вас, ваш образ. Но у кого-то отыграется, что на работе начальник, у кого-то отыграется, что он по соседству с вами живет мужчина. Может быть, как-то вот вы связаны, да, периодически встречаетесь. Ну, такой мужчина интересный, влюбленный. Вот, считает вас ангелом. Ангел во плоти. Вы для него, идеал. Идеал женщины, самое лучшее, самое прекрасное и самое-самое желанное. Но, как звезда, недоступная. Вот так вот, мои хорошие. Вот, мечтает о вас, ждет того самого прекрасного дня в жизни, когда он сможет с вами просто поговорить, к вам подойти и просто с вами поговорить. Страдает мужик по вам, девочки, страдает, очень страдает. Так, кстати, у кого-то такой поклонник в интернете есть, вроде как дружите, а он вам не признается в любви, нет. Там, может, симпатии признается, что с вами приятно общаться, что вы там его подруга, а на самом деле он влюбленный, очень влюбленный, и прям, знаете, у него аж ручки трусятся, когда от вас там сообщение приходит, либо звоночек, да, телефон зазвонил, а он видит ваше имя написано, и прям ручки начинают труситься. Представляете, как вы зацепили-то мужчину, зацепили. Там мужчина, конечно, на вас очень настроенный, очень. Не знаю, не могу сказать, что мешает, мне этого не показали. Но время, вот у этого мужчины какое-то время должно прийти, начнет действовать, девчонки, там уже, как говорится, вас добьется, от вас не отстанет. Так, работа. На работе. Кто у меня работает? Но тут, знаете как, в целом любят и уважают. В целом. Но очень много зависти на работе идет. Вот именно зависть к тому, как вы делаете, что вы делаете, как вам начальство относится, как вам там клиенты, например, да, вот именно к вам идут. Вот те сотрудники, кто помоложе вас, там прям до истерик доходит от зависти. Не доходит до человека, что нужно быть профессионалом, что нужно любить свою работу, быть ответственным. Тогда и тебя будут ценить и любить. Что угодно думают. Честно, что угодно думают про вас, что вы там какими-то нечестными путями, там, магическими, химическими, да, что вы только не делаете. Не доходит, почему вас любят начальники, коллеги ценят и клиенты к вам тянутся. Такое есть. Остерегайтесь тех, кто помоложе вас, по возрасту именно коллеги помоложе. Там явно идет зависть. Кстати, можете столкнуться с тем, что люди будут вас копировать, пародировать, как говорится, под вас подстраиваться. Тоже такое может быть. И причем будут делать это, знаете, в открытую, да, ведь можно подойти попросить, научи, расскажи, подскажи, восхищаюсь тобой, хочу быть как ты там мой кумир. Вы бы не отказали, вы бы любому помогли бы, научили, там, поделились бы своими знаниями. А то будут прям плагиатить до последнего, прям все по крупиночкам подбирать и выдавать за свое, понимаете? Это противно. Так, начальница женщина. У кого начальница женщина? Может быть, как и у мужчины, так и у женщины. Строгая, требовательная, любит покритиковать, может прицепиться. Смотрите, она вас любит. Она видит ваш потенциал.
Она пытается вот этой критикой, либо вот этими придирками вас раскрыть. Может быть, вы сами до конца в себя не верите, понимаете? А она-то верит в вас, она ведь это видит. И она вот вас как подталкивает, говорит: а ну-ка давай, а ну-ка покажи мне, а ну-ка докажи мне. Ты ведь можешь. Видишь, а у тебя получилось. А вот видишь, ты молодец. А что ж ты раньше отказывалась, да? Либо чего ж ты раньше не делала? То есть вот через эту критику она проявляет так свою любовь, заботу и это желание раскрыть вас со всех сторон, да, раскрыть полностью ваш талант, ваши способности. Мужчины-начальники. Но здесь, знаете как, вот если женщина, то мужчина, вы ему нравитесь. Вот вы для него объект, как там, вожделения, как там правильно сказать, нравитесь, тянет. Он такой суровый и такой вот отстраненный, потому что боится, что сорвется, прям на вас накинется, признается в своих чувствах. Поэтому так себя ведет. А вот у мужчин немножко по-другому отыграется. У мужчин тут начальник завидует вам. Вот если ваш начальник мужчина, даже если он с вами там на дружеской ноге, он вам завидует. Он видит, как вы работаете, он видит весь ваш потенциал. Понимает, конечно, что вы не такой амбициозный, но тем не менее, знаете, остерегается. Остерегается, может и на дистанции, может даже какие-то, знаете, вам кризисные ситуации создавать, да, то есть и терять он вас не хочет, потому что вы ценный сотрудник, но и боится, что вы его сместите, либо заместите, да, вот этого очень боится. Такая прям дилемма, да, вот как поступить, лишиться ценного сотрудника, на ком все предприятие держится, либо всегда жить и бояться, что рано или поздно этот сотрудник займет мое место. Вот это есть. Это непростая, конечно, ситуация, и здесь очень сложно найти выход, очень сложно. Вот. Но пока вам это не мешает, работайте дальше. Если что-то дурное начнет происходить, тогда уж будете думать, будете уже принимать решения и искать выход из этой ситуации. Пока не показали ничего. Так, еще дети. Дети, ваши дети. Но это не в целом дети, а дети взрослые. Дети взрослые. Особенно дети, кто живут далеко от вас. Может быть, учатся в другом городе, может, уже взрослые совсем переехали, там в другом городе живут, работают. Знаете, вот сейчас ваши дети вспоминают все, что вы им раньше говорили, да, чему учили, что показывали, что рассказывали, там, бытовое, личное, да. Вот прям благодарны ваши дети за то, что вы их учили, за то, что вложили в них знания, за то, что вот какие-то вот как передали, да, передали свои житейские навыки. Очень часто вспоминают. У кого уже внуки есть, поверьте, ваши дети вашим внукам тоже передают эти знания. Всегда говорят: а вот твоя бабушка, да, либо твой дедушка. Это очень хорошо, прям тепло идет. Учат своих детей уважать вас. А у кого-то прям дети сожалеют, что в свое время там не слушались, что в свое время своевольничали, да, как-то с вами не очень хорошо разговаривали, да, либо там обижались, капризничали, да, жалеют, хочется с вами поговорить, но то ли стыдно, то ли времени нет. Да, такие моменты я вижу. Что касается маленьких детей, ваших маленьких детей, либо маленьких ваших внуков, тут души вас не чают. Ой, самая любимая, самая дорогая мама, либо бабушка, дедушка, либо папа, да, прям очень любят. Очень. Вы герой, героиня для своих маленьких детей. Оно так и есть. Так и есть. Вы любите и вас любят. Хороший вы человек. Вот действительно хороший человек. Так. Вот еще кому-то персонально идет. Персонально. Кто-то прощения хочет у вас попросить. Этот человек себя не показывает. Не показывает, закрыл. Стыдно. Лицо прям руками закрыл. И вот голову опустил. Я даже не могу сказать, мужчина это или женщина. Но человек вас действительно очень сильно обидел. Либо даже какую-то беду принес вам. Человек сейчас не рядом с вами, прям время вас разделяет, пространство вас разделяет, там километры вас разделяют, тысячи, возможно, километров вас разделяют. И человек, чем старше становится, это каждый там новый год, месяц, день,
усиливают эту тяжесть, тяжесть вины. Вина, совесть мучает этого человека. Очень хочется признаться в своем поступке, либо как покаяться, да, раскаяться, покаяться перед вами. Знаете, этот человек, вот скоро дойдет до такого момента, что просто уже ни жить, ни есть, ни пить, ничего не сможет. Будет вас искать и будет вам признаваться в своих каких-то очень плохих поступках, либо действиях по отношению к вам. Да, придет, приползет за вашим прощением. Вот так вот будет. У этого человека сейчас в жизни нет счастья, нет добра, нет радости. Высшие силы очень крепко ему мстят за вас, да, крепко наказывают. И этот человек понимает, все это понимает. Вот. Поэтому будет, обязательно будет. Пусть не в ближайшее время, но будет. Этот человек появится и будет выпрашивать ваше прощение. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.